Друзья, всем привет! Мы находимся на YouTube-канале Найза, и сегодня у нас спешл, боец Лиги Найза Карин Сенова. Карин, привет! Здравствуйте. Привет, Карин. Мы рады тебя видеть у нас в гостях. Мне тоже очень приятно тут находиться. Очень приятно было. Особенно хотелось поговорить вот с Мишей. Очень давно, даже сказать, визуализировала, даже, можно сказать, мечтала с вами поболтать. Ну, Мечты кроме того, что да, сейчас мы поболтаем, а так я уверен, что все впереди, потому что тоже, раскрою, не знаю, кому-то секрет, если кто не знает, я в тебе вижу большую перспективу. Ты молодая пока что, и, мне кажется, в любом случае, выступая на высоком уровне, поражения всегда чередуются с победами, и в этом ничего нету плохого и страшного. А так, у тебя очень интересная история, мы сегодня хотим о ней тоже поговорить. Вот, но надо еще представить Викторию. Виктория, 1 на 1 без перчаток, наша ведущая, наш пиар-менеджер Лиги Найза, и вообще красавица, спортсменка. Ну, спортсменка под вопросом, рядом с Кариной я не спортсменка. Ну, окей. Карин, да, мы очень, на самом деле, рады тебя видеть. Расскажи, ты в Алмате какими судьбами сейчас? Ты приехала с каких-то соревнований, вернулась? Я приехала с чемпионата Азии по грэпплингу АИГа. Он у нас проходил в Ташкенте. Я взяла там золото. Сейчас мы приехали с одноклубниками, с 2 ребятами на сборы. Один из одноклубников выступает на чемпионате мира по ЮВИ, который будет в Астане. По юниорам будет бороться. Мы тренируемся у Александра Гольцмана по вольной борьбе, проходим сборы. И в Академии АИГа, в зале грэпплинга. Я, кстати, тоже хожу туда сейчас. Да? Вы придете? В 6:30, да? Мастер-класс Может от быть, Миши сегодня можно пойду, кстати. получить. Если мы успеем, просто в 6:30 сразу после подкаста. Да, я надеюсь, успею. Я тоже думал сегодня, вот успею, не успею. Постараюсь. Ты знаешь, кстати, чей тренер еще Александр Гольцман? Нет. Артема Резникова. О. По вольной борьбе. Ты с Резниковым встречал в зале уже, нет? Да, в зале в КТТ на Кажемукана. Вот мы там виделись. Год-два, может, год назад. Это один из лучших тренеров сейчас по вольной борьбе в Казахстане. Вот очень сильные ребята, у него есть молодые. И, Особенно дети очень сильные, очень прям крутые ребята. да, уровень высокий. И как раз все бои Артема в IC, он секундирует его. Вот очень высокого уровня спортсмен. Ты сама выступала? Сколько схваток провела в Ташкенте? В Ташкенте у меня всего одна была. Были девочки-узбечки, но потом я их увидела в других весах. Кто-то ниже, кто-то выше. Убегает часто от меня. Очень хочу вот у нас в СНГ бороться, но вот нет в моем весе. Мне только, наверное, на трейл съездить куда-нибудь туда, за океан. Или вот, может, в AGP в Абу-Даби. Но я больше по ноги, если в ГИ переходить, но нужно уделить этому время. А так как я по ММА выступаю, пока не хочу вот перестраиваться. Вот. У меня, знаешь, какой вопрос неожиданно будет? Ты смотрела UFC ночи? UFC... Ночью, вот, который был на... Сфере, который был. Сфере, да. Нет, я не смотрела. Я хотела повтор посмотреть. Бой Сегодня, Валентины завтра. Шевченко не смотрела? Нет, не смотрела. Так обзор просто послушала. Там просто на этом турнире было прям ультранасилие от девушек. Да, вот мы сегодня это обсуждали на подкасте, что были бои прям очень жесткие, и Миша даже сказал, что прям агрессивные, да, именно женские. Да, бои. там вот Норма... Сечка вот эта да, ужасная была. Димон дралась. Да, это я делала. Да, там прям у нее было куча сечек на лице, и потом тоже девушки в прилимах дрались. Был такой лютый там нокаут, потом удушка. Ну, нокдаун, потом удушка была жесткая. Ты не смотрела, да, пока? Не смотрела. А вообще ты Я пересмотрю. Да, смотрю, стараюсь смотреть. Но вот не прям часто. Тренер заставляет, говорит, надо смотреть. Хоть мне и нравится, но я редко смотрю. А у тебя есть любимая женщина-боец, девушка-боец? Девушки... Ну, не так мне нравится девушек смотреть, если честно. Такое вот смотрю, и как-то... У меня такое вот эго, то, что я из-за того, что туда хочу очень, из-за того, что я вот считаю себя первой и все такое, мне неприятно немного бывает. Думаю, ну тут я бы тоже смогла, так бы я, может, тоже смогла. И за честь какого-то... Я не знаю, как это объяснить. Это вот, не знаю, мало кто меня понимает. Мы можем же поговорить про прошлый бой твой? Да. Давай сначала чуть про АИГу и прошлый бой. Было ощущение, что ты травму руки получила, а сейчас ты боролась, получается, с травмой руки, или травмы не было? Нет, травмы не было вообще.
Все под контролем было, особенно тот армбар в конце раунда. Я левым коленом держала ее голову, получается, челюсть. Я чувствовала, что ей больно было, и даже когда вот последние секунды, где она выпрямилась, я тоже это контролировала. Я могла просто типа мостика сделать, перевернуться. Но я чувствовала этот момент. То есть никаких не было проблем выступить по грэпплингу? Вообще нет. Было очень тяжело морально. Мы в поезде ехали, получается, туда. И я думала, может, не надо, может не вступать. Вот, тяжело было просто выйти на ковер. Было тяжело. Почему у тебя такое тогда было моральное состояние? Я вообще не умею проигрывать. Это было очень тяжело, очень больно. Ты говоришь, было тяжело уже после? Да, после. Потому что на стардауне ты выглядела очень уверенно. Я всегда такая, всегда уверенная. И по грэпплингу я просто вылетаю на ковер. А вот на этих соревнованиях я просто вышла пешочком до вот рефери. Такого никто не помнит, никто не видел. И все... Вот когда я выхожу, все смотрят на меня. Я просто своим выходом ловлю взгляды, и все перестают. И все смотрят на мою схватку. Где бы это ни было. А это я после вот как камень просто вышла, отбороться, переживала. Я знала, что я выиграю, но вот что-то из-за того поражения боялась. Вот. Какой там еще был вопрос? Что-то вы... Нет, вопрос в том, просто насколько было тяжело спустя 2 недели после боя в ММА. Мы прилетели домой. Я приехала к бабушке, потому что она меня больше всех жалеет. Я пролежала день целый дома. Потом думала даже не ехать на Азию. Брали билеты. Я потом как-то сказала тренеру, все-таки я не хочу ехать. Сдала билеты. И он поругал, он меня встряхнул, сказал, заново покупай билеты, поехали. И думаю, это было очень-очень правильным решением. Немного развеяться. После схватки, вот я выиграла, хоть всего одна схватка была, мне стало легче. И мы потом пошли кушать, вот, отдыхать, гулять, смеяться. Уже дышалось поспокойнее. А вот до этой поездки, до самой схватки у меня просто был какой-то ком или даже камень вот тут вот. Вот такое чувство было. Что дальше по планам в ММА? Через сколько, не знаю, позвонишь Жандарбеку или, не знаю, Нурбеку Карбала и скажешь, я готова, хочу снова в клетку? Через сколько? Наверное, это нужно у тренера спросить. Тренер говорит, пока даже не думай. Просто кайфуй от борьбы, занимайся грэпплингом. Я никогда много не отдыхаю. Многие вот начинают говорить, что вот тебе надо месяц отлежаться, отоспаться. Но я удовольствие получаю от борьбы. Тут, кстати, скоро Кузопан. Я буду туда готовиться. Уже есть такая маленькая цель, настрой. Вот. А когда на бой, может, где-то через 4-5 месяцев, а может, и в конце года что-то тренер говорил, не знаю. Смотрим на мою подготовку. А есть же разница вот в подготовке к любительским, в любительских соревнованиях и в профи? Ты чувствуешь, что это разный уровень, и ты по-разному готовишься или нет? Да, у нас, когда мы готовились на чемпионат мира по любителям, у нас были 2-3 этапа подготовки. Кстати, главный тренер сборной национальной Бен Маратович. Да. Очень классный человек и тренер. У Виктории, кстати, вышло интервью большое с ним. Да, я видела. Вот он тренер. Что еще? Вы там по олимпийской, да, системе готовитесь, если это любительские? Да, олимпийская система. А еще там взвешивание каждый день. И вы командой приезжаете. Это какая-то поддержка же все равно есть друг другу. Да. А здесь ты и тренер, да? Да. Это тебе сложнее или проще, вот если сравнить? Даже не думала об этом. Не думаю, и так. Мне нравится камера, мне нравится публика. Я спокойно себя веду. То есть вот в профессиональном ММА этот элемент шоу, вот эта медийная часть, она тебе нравится?
Да, нравится. На тебя смотрят, да, у тебя берут интервью. И тебя после первого боя твоего, мне кажется, прям запомнили. И ты, ну, вот так ярко зашла в лигу. Да, запомнили тем, что вот Амстердам, да и соперница сама такая, ну, тоже не скучная была, такая яркая, какая у нее форма была, руки, ноги, предплечья, просто как, как две мои. Вот бой же был под запись, и многие в комментах писали, то, что, кажется, она проиграет. А я тоже выиграла, время уже прошло, я выиграла, я сижу, жду, пока он выйдет. И вот это так приятно, когда кто-то там не верит. Вот, в первом раунде выиграешь. Вот. Расскажи про подготовку к второму бою по ММА. Ты проходила сборы в клубе «Ахмат». Я видел твои фотки с Хамзатом Чимаевым и вообще с ребятами, которые прям такие локомотивы, которые дерутся в ACA и в других тоже лигах. Как они вообще прошли, как ты туда попал? Потому что в свое время у «Ахмата» была, ну, такая хорошая сборная именно женская. Там была Лиана Джоджо, Диана Авсарагова, Мария Агапова. И в последнее время девушек было не очень видно в клубе «Ахмат». И потом вот ты появилась. Я вот прям не могу припомнить, чтобы кроме тебя кто-то еще из девушек в «Ахмате» за последнее время тренировался. Да, сейчас там девушек не было. Нет. Сборы я прошла очень... В общем, как обычно, как всегда, у них все четко, все грамотно. Тренер Мурат Бичуев очень сильный тренер, так скажем. И вообще тренерский штаб составляет, наверное, 7-8 тренеров. И внимание, каждый, если попросишь, каждый поможет. Девушек, да, нет. Честно, не знаю почему, но знаю, что у девочек, вот у Лианы и Дианы, пока просто дела. Я с ними на связи, я с ними дружу. Диана ждет боя, она в Америке. Лиана пока в Грузии, тоже вот думает... Возвращаться. А с кем основными, ну, с какими основными спарринг-партнерами ты там работала? Меня бил Магомед Бибулатов. Всегда. Очень сильно. Там были... такие, как вот Малыш Хатуев Мансур. В группе с... Проходил сборы я в группе с Джихадом Юнусовым, Магомед Сломов. Очень мощные сборы были. Еще я помню, мы бегали на ускорение. И из 5 я, получается, 3-я бежала. Кого из ребят ты обогнала, если не секрет? Джихада Юнусова и еще кого? Магомед Сломов. Он такой вообще, такой, как сказать... Сейчас скажу что-нибудь, потом по шее лучше не буду. Карина, они вот когда с тобой спаррингуются, они прям в полную силу могут? Или все-таки понимая, что ты девушка, придерживают тебя? Да, в полную силу. В полную силу? Ну вот кто как. Кто вот, например, постарше, они дают работать, понимая, что я просто физически не могу, например, перевести, сделать проход. Они упадут, и оттуда уже выйдут, накроют или что-нибудь. Вот так вот работают. А есть такие вот, как, можно сказать, вот... Вы, наверное, знаете, это Шамиль Бараев, братишка Хамзата Чимаева. Он мне как-то пробил печень, разбил нос до крови жутко. Это было при тренере главного Мурате. Но вот не жалеют. Молодые не жалеют. Мурат не ругал его? Нет, не ругал. Ну, просто говорили вот аккуратно. Но из-за того, что вот в этот момент я еще более включалась, там фишки выкидывала. Когда особенно тренера смотрят, как-то по-особенному все работаешь как-то. Сама не замечаешь. Получается все. А ты не просила Мурада тоже приехать тебя посекундировать? Потому что, наверное, бы тоже дал заряд какой-то. Да, определенно бы дал. Я вот советуюсь с Муратом и с Сайханом, вот скидываю видео соперниц, мы сидим на тренировках, тоже обсуждаем, рассуждаем. Ну, так как очень много бойцов, и там вот 13-10 вот ACA проходил, и я даже не думала, просто как-то вот, знаете, неудобно, столько спортсменов, и тем более я девочка, утруждать, да, так скажем, не хотелось бы. Какой-то разбор он после боя сделал? О чем-то вы говорили? После боя я ни с кем не разговаривала. Только вот ребятам отвечала. Но они ждут моего сообщения, я думаю. Тяжело будет. Особенно с Сайханом. Он построже, наверное, будет.
насчет ударки там. Мне кажется, Близко к сердцу я принимаю. Вот каждый день. Хорошо, что мы на дистанции. Я не знаю, я буду там... Я расстроюсь, там, лица у меня не будет, но они это не увидят. Вот это хорошо. мне кажется, чем дольше откладываешь, тем тяжелее будет. Легче сразу написать. И я думаю, что все нормально воспримут это. Это же, ну, такие правила игры о ММА. Ничего. Ты наверняка вот в голове этот бой не раз крутила, да? Каждый день у меня в Рефлексировала. голове. Каждый день. Это просто очень тяжело. А ты сейчас понимаешь, что пошло не так? Где была ошибка основная? Да, мне чувствовалась очень физическая сила, потому что это не мой вес. Мгм. Это не мой вес 57. И в любителях я выступала 57. М, Ошибки торопилась. Но вот многие, наверное, думали, что недооценила, но это было не так. Вот этот момент как раз. Еще, Просто первый раунд прям хорошо получился. И в да, он принципе, хорошо прошел, но я подустала там. Наверное, видно было. Вот и, Заметили? да, и казалось, знаешь, что как раз, ну, я не люблю про это говорить, но казалось, что это ее план на бой был, как Мгм. раз чуть тебя поднагрузить, где-то там защищаться от проходов, вот, навязать какую-то свою игру, и потом уже во втором раунде она свой темп включила. Я просто торопилась улучшить позицию, вот как в грэпплинге, а так можно было в гарде чуть посидеть, побить. Но мне не нравится в грэпплинге. Гард это вообще не очень, ну, как позиция. Все, ты в гарде, у нее больше возможностей, чем вот у тебя. Мне вот отойти, обойти. Я просто вот удержать не могла. Был момент, когда она так отталкивалась, вот как дрелем же, таз поднимаем, отталкиваемся, дальше открытый гард, например. Вот там я хотела ее удержать, просто не получилось. Я гналась за хорошей позицией, гналась за боковым контролем. Меня, знаешь-ка, я не профессионал, и я вообще очень... Я, честно, не разбираюсь в технических приемах, но меня в тот вечер поразила твоя выносливость. Вот какая ты терпеливая. Мне кажется, даже ты терпеливее многих мужчин-спортсменов, да, которые бывают, что, ну, там, чуть-чуть там, ну, я не знаю, наверное, это больно сломать Мне кажется, это палец, просто, но знаешь, не про выносливость, про характер скорее. характер, да, вот какая-то такая прям... Вот для меня эти минуты, я не знаю, как для тебя, но даже для меня я не могла на это вообще смотреть. Ты умничка большая. Спасибо. И вот этот характер, это просто... Он обязательно тебя приведет к успехам и к победе. Прям такой вот, ну, сталь ты была. Спасибо большое. Это моя такая отличительная черта, характер. Упертая. И это отличает меня вот от многих вот девушек. И вот такое вот эго у меня, натура такая. Вот из-за того, что не умею проигрывать, я вот усну или что-нибудь сломаю, что-нибудь такое вот всегда в голове. А еще бывает такое, что вот одноклубники проигрывают, где-то сразу сдаются, я их ругаю, ну, ты парень, ты, ну, усни один раз в жизни. Ну, как так? Каждую ночь засыпаешь. Ты знаешь, Каждый ночь мы об этом разговаривали с, помню, Сергеем Морозовым. И он говорит, как бы мне больно, ну, то есть какая бы ситуация ни была, я никогда не постучу. Я помню, это было мое первое интервью, и для меня это было тогда таким шоком. Я говорю, ну, это же ваше здоровье, это же ваше, ну, физическое и ваше будущее, у вас же дети есть, это же отразится. Он говорит, нет, это, ну, принципиально. Если я выбрал спорт, и вот, ну, это моя принципиальная позиция. А есть, ну, другой, да, стиль поведения, когда спортсмен не готов, да, терпеть, думая, наверное, о каком-то будущем. Ну, да. Тут я, наверное, скажу, что где бы я могла сдаться, это, наверное, только по правилам и 10 в грэпплинге, и то, если только сделают пятку. Потому что там сразу в голову приходит операция, колено, мениски, отбываешь спорта на 7-8 месяцев, то и больше, это минимум. Сразу об этом в голову приходит. На тренировке мы иногда, бывает, боремся с этими вот пятками. Это болевые на ногу, где вот делают на пятку, скрутку пятки, и где вот может на порваться. колено просто, да. Вот это единственный момент, где я, наверное, прям так думаю вот реально о будущем, как говорите.
Давай еще по сборам поговорим по поводу фотографии с Хамзатом. А были от него какие-то наставления или вообще какое-то общение? Или это просто там Хамзат, Ну, давай вот, сфоткаемся? нет, ну вот, когда был... нет, ой, какой карантин, Рамадан, когда был, я тренировалась, он тоже вот приезжал. Я тренировалась, потом пришла в зал, и он был с Абубакром Вагаевым. Я хотела просто подойти сфоткаться. Я так стеснялась. Я еще минут 5 стояла у двери, пройти, не пройти. И подошла, я спросила у Абубакра, можно сфоткаться? Я спрашиваю. Он говорит, да, конечно. Так берет так меня, говорит, вот, это наша сестренка, это там у нас сборы проходят, такая-то, такая-то хорошая, она пурпур. И он такой, да, я тоже пурпур. Вот так-то. Я говорю, вот, я вот скоро тоже в UFC буду. Я вот тренируюсь. Я с Казахстана. Он такой, да, с Казахстана, все, вообще молодец, тебе удачи. Такой вот разговор был. Давай по поясам тоже поговорим. Все равно, хоть и вроде бы похожие виды единоборств, там грэпплинг, элементы его есть в ММА и бразильское джиу-джитсу, но огромное количество моих знакомых, например, тот же Мухаммад Сулумов, который очень давно, он тоже пурпур, который очень давно по курткам занимается, не может никак перейти вот эту вот грань. Ну, понятное дело, что еще и Агуев, Арби Агуев, тренер по бразильскому джиу-джитсу клуба Ахмат. Арби Мурадов. Мурадов, да, прошу прощения, Агуев это БС. Арби Мурадов, он очень долго дает пояса, но вот Сулумов мне рассказывал, что нужно прям именно по курткам заниматься. У тебя есть какая-то цель тоже достичь черного пояса, или это просто параллельно идет, или для тебя это тоже какое-то хобби? Да нет же, я хочу взять чемпионат мира по пурпурам. И я даже вот по белым, по синим хотела. Просто по белым мне не допускали меня на AGP в Казахстане, потому что у меня МС был по ММА. Когда синий был, просто вот я в синем была очень мало. Тренер мне быстро дал пурпур. Я в синем хотела вот также в Абу-Даби съездить, на AGP побороться, тоже мир по синим забрать. И также вот пока я в пурпуре, я думаю, ну, может, эту зиму получится съездить мне. Вот, а также хотелось бы дойти, конечно, до черного. Это вообще круто. Черный пояс по джиу-джитсу, боец UFC. Нет ощущения, что нужно на чем-то одном сконцентрироваться, ну, либо на грэпплинге и ММА, просто все равно в куртках своя специфика. Я вот сколько не пытался бороться в куртках, не мое вообще не идет. Но у меня, я не берембольщик, вот, но мне нравится только вот контроль, то, что бывает, дергает так, и хочется где-то локтем ударить, где-то как-то надавить, как-то жестко побороться. Да и тоже в АИГе охота жестко бороться. По 10 вообще самый раз. Но я по 10 всего пару раз выступала на 2 соревнованиях. Но надо вот посвятить где-то месяца 3-4, чтобы вот в куртке, как сказать, вот это привыкнуть, чтобы пальцы привыкли. Там же захваты другие. Сразу кто хочет даже динамика совсем другая. Хоть это борьба, всего лишь, ну, в какой-то одежде, да, скажем, кто вот не разбирается, просто борьба в одежде и в обычной облегающей. Есть большая разница? Да, стопудово. Да, я вот не могу никак все равно в куртках приучить себя. Неудобно разматывать? Ну, там просто всякие захваты. Дышится как-то по-другому. Реально. И контроль, такой сильный контроль. Плюс еще надо сразу покупать себе тейпы, потому что пальцы постоянно вылетают суставы, потому что захватываете за куртку. Я вот в грэпплинге никогда суставы себе не дергал, тут сразу же уже 500. Я как боюсь за пальцы очень сильно. За это тоже тейпирую постоянно. А расскажи, Карин, вот я читала твое интервью, ты рассказала, что тебя мама, да, привела в спорт? Да. Расскажи, ну, вот чуть подробнее про это. Во сколько? Кто был твой первый тренер? Почему именно единоборство? В 6 лет мама меня привела на дзюдо, и вот с 6 лет я посещала с 1 класса по 4 разные секции, много-много разных секций спортивных было. Почему-то только на спортивной, вот мне было бы интересно, наверное, что-то музыкальный, домбра, например, или пианино. Вот тогда мама видела только спорт. Она сама такая была боевой с детства. 4 года я занималась дзюдо. Параллельно я занималась и легкой атлетикой, и футболом, волейболом, баскетболом Что даже. Такое прям очень активно, мужское. На танцы никогда не хотела пойти. Кстати, танцы были, но немного. Тоже были? Да. Умничка, ты очень разносторонняя. Мне кажется, просто Карина ошиблась. Она думала, что пойдет на самбо.
Лосамба. Да-да-да. Это борьба. Хочется еще спросить, или у тебя еще есть что сказать? Так, ну, Про первого тренера, Виктория? Да. да, про первого тренера. В селе Сапиев Новрузбек, это мой первый тренер по дзюдо. После как я вот переехала в город, также мой первый тренер был по ММА, это Руслан Арестанов. Спустя года 3-4 я пришла к другому тренеру. Сейчас наша старая команда распалась, не так, как раньше. Вот выступают ребята. Сейчас я представляю клуб джиу-джитсу и грэпплинга, но конкретно команды у меня ММА нет. Я свободная. Вот. Ждем предложений. Всем предложений. Можно я еще вот про тренера закончу? Потому что мне кажется, вот фигура тренера в жизни успешного спортсмена очень важна. А ты можешь сейчас сказать, что вот кто-то из этих тренеров, которые уже были в твоей спортивной жизни, для тебя особенный человек? Особенный. Ну вот мой нынешний тренер, я считаю его очень близким человеком, так как он вообще никакой выгоды не получает от того, что он нас тренирует, он очень много вкладывает в нас, очень много, не скажу, что теряет, просто вот в душу вкладывает и средства, и старается, так как он сам такой вот сильный фанат ММА, вообще не пропускает ни одного турнира, ни одного соревнования, он все успевает смотреть. Этому я удивляюсь. Вот также скажу про своего первого тренера вот по ММА, Руслана Арестанова. У нас была очень крутая команда, он был основателем этой команды, Мухариб Топ-Тим, Мухариб с перевода «воин», с арабского. Он поставил мне базу, можно сказать, грэпплинг сразу. На 2-3 чемпионатах Казахстана, когда я вот приезжала, обо мне сразу говорили, вот, Лисенова, контроль, Карина, контроль. Мы много работали над контролем, и он мне поставил вот базу борьбу. Любовь именно вот к партеру, к грэпплингу привел, так скажем. Хорошо, что ты так помнишь. Ему спасибо большое. Это сейчас он вроде бы не тренирует. Или так вот, как кажется для себя. Честно, особо не слежу за ним. Но ему благодарна. Я хочу немножко отвлеченный вопрос тебе задать, как тоже человек, который в молодости тренировался. Всегда ребята, которые у нас с брекетами были на ММА, всегда потом, особенно после спаррингов, кровью плевались. Почему ты решила поставить брекеты вот в активной фазе, да, твоих и выступлений, и тренировок? Просто вот, знаете, в один момент, когда зубы мудрости, так скажем, вот выходят, и просто все зубы один на другой вот лезут, искривляются. Это было после чемпионата мира в 2021 году. Я всегда хотела себе там такие вот, не именно брекеты, а просто хотела всегда ровные зубы, а потом там пошел тренд, и подумали, многие, может, из-за этого. И после чемпионата мира я такая, ну ладно, сделаю, годик похожу, потому что мне сказали, сначала проконсультировалась, мне сказали, годик, походишь, все нормально будет. Пролечила все зубы, убрала вот эти вот зубы мудрости, которые мешали. Думала, годик похожу, уже 3-2 год где-то идет, и все никак меня не убирает. Классическая история. Вот я тоже людей знаю, которые на год ставили, уже там 5 лет носят. Надеюсь, не 5 месяцев, у меня вот этот год, может, пройдет. 1,5, может, года максимум. Там уже, может, сама даже сниму. Там уже будут другие тяжелые удары, возрастные получать буду. Насколько сильно в тренировках вообще мешает? Да не мешает. Просто вот каву постоянно варю. Я не делаю такую как скле. Ну, я понял, у дантиста. Вот да. Я ее постоянно перевариваю, потому что форма зубов меняется. И все, так не мешают. Вначале, вот когда тяжело было привыкать, они, как скажем, зубы вот так ныли после вот коррекции, терпишь, в голову отдает боль, и только вот это мешает. Головные боли иногда после коррекции, и все. Я все, знаете, хочу... Ты не видела, не знаю, ну, может, тебе лучше даже это не смотреть, или вот Я просто на тебя смотрю, ты такая красивая девочка, и вспоминаю вот эти ужасные сечки, которые бывают, ну, это спорт, это ММА, и когда это на женских лицах, это вдвойне ужасно. Ты морально к этому готова, что такое может быть? Да, я подготавливаюсь к этому, но мне тоже очень тяжело вот представлять, если у меня что-то с носом будет, очень боюсь сломать нос и уши. Это вот самое. А сечки, может,
Но они же все равно зарастают, если зашить аккуратно, там следить за ними. Ну, если, конечно, не такая вот, как скажу, большая вот, как... У кого? У Вчера... Ирен или Ирена Айдана, да. какая-то, да. Ну, вот, если не такая вот, как на лбу одна. Причем она же как-то там не локтем даже, да, ее? Да-да, просто накидывал с перчаткой. Новые перчатки, они на самом деле секут, вот UFC-шные. Все говорят, а они думали, что будет больше нокаутов, а в итоге больше сечек стало. Мгм. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. А тебе вообще часто пишут, не знаю, в директ или куда-то, типа, зачем тебе оно нужно? Красивая молодая девушка. Но не пишут, говорят, в зале братья постоянно говорят. А, Какой ответ? Ну, нравится пока вот, не знаю, хочу и все пока, отвечаю. Но они, знаете, они и поддерживают меня. Я готовлюсь, они финансово могут там поддержать, да и морально спрашивают, как дела, что-то нужно, не нужно. Но все равно у них такое, разделяется мнение. Давай газуй, или типа, все, хватит, иди замуж. Вот такое. Вообще-то, конечно, мужской мир, ну, как бы в большей степени. Тебе, ну, ты на соревнованиях, ты живешь, ну, ты большая часть времени проводишь с парнями, да? Мгм. Тебе, ну, не то чтобы, ну, тебе хочется какого-то, у тебя есть подруги, ты там проводишь, или ты прям сконцентрирован на спорте, тебе не важно, это мужчина, не мужчина, ты просто идешь к своей цели. Ну да, мне все равно. Я одна девочка в зале, Да. и я в зале спортсмен. Я Не девочка. не девочка в Мгм. зале. Все. А подруги у меня есть. У меня подруги. Я вот одна такая, можно сказать, в компании, Мгм. которая вот э, такая более медийная, можно Мгм. сказать так, спортсменка. Мгм. Девочек, подруг-спортсменок у меня вот на пальцах пересчитать Мгм. всего. Где-то 2-3 подруги, и все. Слушай, а вот я от многих девушек-бойцов слышал, что очень важно именно спарринговать с девушками, потому что, ну, хоть ты, Виктория, сказала, что ребята там в полную силу с тобой работают, но, честно сказать, мне, как человеку тоже опытному, который... Я все время, знаешь, с кем спарринговал много? С Яной Куницкой. Она жила в Петербурге. Я тоже жил в Петербурге, и мы часто с ней в парах работали. Все равно, ну, мужской организм просто устроен чуть по-другому, мышц больше априори, вот. И очень важно девушкам спарринговать с девушками, чтобы понимать в бою, насколько будет действительно сильна вот оппозиция твоя. В Казахстане просто не так много, да, я так понимаю, девушек-спарринг-партнеров. Ты не думала, именно, не знаю, поехать на какие-то сборы в ту же, не знаю, вот довольно большая команда в American Top Team, там женская сборная прям очень хорошая, там, по-моему, 10 выступающих девочек точно есть. Вот поехать именно туда, где будет много девушек, чтобы как раз психологически вот эту, ну, стену разрушить. Да, конечно. Очень хотелось бы, очень хочу в Америку, именно вот в American Top Team. С Дианой переписывалась. Она раза 2-3 мне говорила, приезжай в Америку. Диана Сарагова. Она только не в том зале, но тоже в зале, где одни девочки. Конкуренция хорошая, то есть там растешь, рост такой вот очень быстрый. Да и я сама на каждую тренировку бы ходила как на бой, как на турнир. Я бы там просто ни толчка, ни прохода бы не пропускала, не старалась бы прям вот от и до выкладываться на этих тренировках. А за кем-то из девочек ты сейчас следишь? Следить не слежу. Наверное, не слежу. Просто вот одна девочка есть, которая вот не выходит из головы. И думаю, что вот из СНГ она такая более, ну, такая сильная, хорошая. Я бы хотела ее выиграть. Она из хардкора. Сейчас скажу ее имя. Погосян. Ну, я просто не слежу тоже за хардкором, Тоже но я вот- понял, кто это. Я тоже вот не слежу за хардкором.
Не из нашего дела, из хардкора именно, да? Нет, не из нашего дела. Из хардкора, окей. Я просто думал, было бы интересно, вот тоже сейчас хорошие очень успехи в UFC показывает Виктория Дудакова, если говорить про девочек-россиянку. У нее последнее поражение, к сожалению, но тоже у нее интересный подход. И вот тоже у нее есть такая небольшая проблема, что в зале только одни парни. Мне кажется, вот ей чуть не хватает спаррингов с девушками. Хотя она ездила как раз в АТТ вроде, и там много... Первый бой, когда я ее смотрела, мы смотрели с друзьями, с командой, вот я не могла этот бой смотреть, потому что она вроде... Первый бой она выиграла с бразильянкой, да? Да-да-да, она... Знаете, это на вот... контендере был, когда она травму ноги получила, да? Нет, это уже... Это не контендер был. Это когда еще Ислам Махачев. Окей, Это- значит, второй бой. Это второй бой. Она не прям вау подралась, и я на это смотрела и думала, ну я тоже так смогу. Ну, блин, ну когда это время придет? Вот так я на каждый бой девушек смотрю, и мне вот так тебя не виза терпится есть? туда. Визу подавала в Америку? Нет, но я могу вот... Да вот сейчас могу просто подать, но есть такое вот, что ее могут дать на короткий срок, и в этот короткий срок я просто не смогу найти средств туда поехать, приехать. Скоро там АИГА, тоже хотелось бы поехать посмотреть. Или, может, даже выступить в рейтинговой схватке. Я вот у Баян Маратовича спрашивала, существует же такой стереотип, ну, для меня я слышала, что девочкам попасть в UFC легче, ну, потому что меньше конкуренция, и охотнее подписывают из... Ну, их, в принципе, меньше, просто девушек намного меньше, чем Да. бойцов. Но Баян мужчин. Маратович сказал, что сейчас уже это не так. Что девочкам тоже не просто попасть. Вот, Я спорить с Бен Маратовичем не буду, он посмотрит. это понятно, правильно. Я немножко поспорю. Ну, все равно полегче, чем парням. Ну, не просто. В UFC вообще не просто попасть, но из-за количества именно девушек все равно в UFC чуть попроще попасть. Но там и дивизионов как бы у девушек меньше, чем у мужчин, поэтому, может быть, то на то бьется. Но, в принципе, если у тебя хороший рекорд, то в UFC, там, не знаю, с 7 боями там можно попасть, наверное. А вот ты думаешь, твоя цель, понятно, что финальная это UFC, лучшая лига, но ты готова начать там, например, с каких-то других лиг, не местных, не локальных, а западных? Или ты сразу хочешь попасть в UFC? Ну, сразу, думаю, не получится. Надо будет в СНГ забрать пару поясов. Хотелось бы в One FC выступить. One FC, как говорят, вот у девушек в ММА, они не такие вот, как в ударке, не такие сильные, не как в тайском. В ММА можно было бы там выступить. One FC. А где еще есть женские? Во всех лигах? Ну, во многих лигах, не во всех, конечно. Есть прям женская лига Invicta называется, американская. Вот. В One FC они подписывают, кстати, с Центральной Азии. Да. Там, Бакатгуль девочка дралась вот относительно недавно, которая с Аян Турсын дралась. И, в принципе, там на Центральную Азию есть какой-то запрос One. Да. И они могут давать, я так понимаю, на один бой контракт. Вот. Давай тоже поговорим про суперсхватку, которую ты сказала, да, рейтинговая схватка. А кто эта соперница должна быть? Просто я, честно сказать, не могу сказать, что я прям сейчас активно слежу за грэпплингом в свое время. Интересно было сейчас, уже не так. Есть какая-то там тоже звездная девочка. Просто я знаю, что у тебя достаточно, есть действительно популярность какая-то в Центральной Азии, плюс есть медали. А вот кто может быть какой-то интересной соперницей для тебя? Очень интересная девочка, которая вот... Она синий пояс, воспитанница зала Данахера. Вот Данахерская воспитанница, наклонница Гордона Райана, тренируется в лучшем зале. Которая Марию Агапова засубмитила? Да. Молодая девочка, Да, да? это девочка. И тоже 19, по-моему, лет, да? Если не меньше. Вроде 19-20. Весовая у них Вот большая. Она кажется. побольше, я тоже про это думал, и она прям еще атлетичная. Да. Физически очень сильная, да и техника, наверное, просто на высшем уровне, потому что с такими Вот Гордон тренироваться, Райан, конечно. Ноги просто отлетают, наверное. Она как раз Маша же скрутку сделала вроде. Ага. А в ADC она вот взяла на мире второе. Там была бразильянка на первом. Ну вот она интересная, но это просто пока так мысли. Мне бы просто добраться до Америки пока что. Тут со мной никто не хочет бороться. Я очень хотела в Орлан Грип быть первой девушкой, первой девушкой побороться. Не нашли никого, никто не соглашался. Я очень сильно расстроилась.
И нашли других девочек, все-таки там девочки выступили. И мне было так неприятно. Через сколько ты вернулась после боя в ММА в зал уже? Ты рассказала про билеты, а вот именно в зал ты пошла или до Ташкента ты просто в зал не возвращалась, уже Нет, пришла на Ташкент? я сразу пришла в зал, сделала небольшую разминку, посидела, потянулась. И еще мой друг, мой знакомый, он футбольный блогер, у него он снимал интервью вот со мной, он меня ждал. Вот мы прилетели, на следующий бой вот мы встретились, я снимал интервью на 20 минут, плюс-минус можете потом посмотреть, я скину. Давай, интересно. А ты ему скинь наш. Карин, я, знаешь, хотела тебя спросить, вот ты как перед боем настраиваешься? Тебе необходимо побыть одной или тебе необходимо с тренером вот так один на один побыть? Потому что вот Нурбек рассказывал, что перед твоим боем, перед вашим боем он видел, как настраивалась твоя соперница, что она сидела и медитировала. Помнишь, он говорил, что он занимался где-то утром, она прям сидела очень сконцентрированно. Ну, медитировала или нет, но, в общем, она была в себе. Ты как настраиваешься на бои? Я вот тоже, наверное, в себе. Я не люблю разговаривать. Я вот как перфекционист всегда люблю порядок, тишину. А в момент вот перед боем уже вот это вот время я могу быть очень вспыльчивая. И Уже всё я накалено, да? одна, я в себе, я думаю, я визуализирую. Ни с кем не разговариваю. Где-то за неделю до боя друзья, знакомые, мама, бабушка, никто мне не пишет, не звонит. Они знают, что я настраиваюсь. А ты слышала вот в тот момент, там же турнир был на открытом воздухе, и как вся вот эта площадь тебя поддерживала. Ты слышала? Честно, я вообще не Не слышала? слышала. У меня был такой вот звон в голове. Или вот, знаете, такой, когда вот под водой находишься, вот этот вот... Приглушенное все. Да, все какая-то С приглушка самого была. начала так? Нет, это было, как я вот вышла из клетки. Тренер, когда мы зашли, вот мы в больницу уехали, после больницы зашли в номер, говорит, ты вообще слышала, как тебя поддерживали, Да. столько людей? Нет, я ничего не слышала. А тренера ты своего слышишь? Когда в октагоне Да, находишься? слышу. Сейчас, видно, что ты прям получаешь удовольствие от тренировок и от достижений. А вот с самого начала, когда это началось? То есть ты поняла, что это типа тренировки это кайф, и все нравится просто. В любом случае, вначале же что-то не получается, вначале тебя побеждают. Когда я немножко оставила ударку. Как было тяжело ее поставить мне. Я терпела тренировки по ударке, а сейчас по-другому. Сейчас мне нравится. И тренировки, где вот чисто кикбоксинг, мне нравятся спарринги. Началось это, наверное, когда... вот как сразу вот я пришла в ММА, это был 19-й год, мне понравилось выиграть, и чтобы вот выиграть, надо вот просто полюбить это, я полюбила, и, так скажем, нравится этим заниматься с самого начала. Ты сейчас свою жизнь без спорта вообще, ты можешь представить? Или? Нет, вообще, даже если карьеру завершу, я буду, наверное, стабильно через день заниматься. Сейчас я каждый день, для меня одна тренировка в день – это выходной. А вот тебе вот во всем цикле там что больше нравится? Подготовка? Вот когда ты знаешь, что будут такие соревнования, ты начинаешь готовиться, потом лагерь приближается, потом это весогонка и сам бой, и потом рефлексия по бою и новый. Вот из этого процесса что ты больше всего любишь? Когда до боя остается немного времени, энергия просто, хоть и весогонка, но энергия появляется просто вот ниоткуда. Представляешь бой, каждый день думаешь об этом, просыпаешься этой мыслью. Вот это мне нравится. Но из-за того, что я не боюсь, я не горю, мне нравится. Кто-то поскорее бы это прошло, а мне бы поскорее бы это настало. Но мне не нравится вот когда до боя 2 месяца, потому что как много. Как долго. Как долго, да. А весогонка тебе легко дается? Последнее время тяжеловато. С того года я вот борюсь на 60 в АИГе, а всегда выступала 57. Но вот какой-то сбой произошел, где я сильный вес набрала, и теперь вот тяжело спускаться. Но я спущусь на 57, потому что это моя весовая. Я уже поняла с последнего боя, что физически
перевести, удержать даже, это вообще не мое. А 57 или в 60, а если борюсь с женщинами, которым за 35, за 30, 25, я их физически осиливаю. Там вот эти 3-4 килограмма очень решают. А вот скажи, килограммы решают, а возраст им играет свою роль? Вот если тебе 20, а твоя соперница там 36, ну, большая разница в возрасте. Я думаю, важную роль тут играет опыт. Мгм. Опыт. Да, просто опыт. Мгм. Хочется оставаться галантным, но я думаю, что многим это будет интересно. А вообще, какой вес у тебя рабочий? Не знаю, насколько это... Может, у Конфиденциальная девушек... тайна. Ну вот рабочий. Вообще нежелательно. Я не люблю, когда меня спрашивают про вес. Окей. Ты же знаешь, Как Михаил, Хабиб про говорил, возраст, у девушек про вес. и спортсменов. Да, но я вот не очень согласен с этой. Это интересная просто информация, особенно когда говорят, что там тяжело на 57 гонять, и когда знаешь какие-то истории, что бойцы гоняют там больше 20 килограммов. Вот последний раз общались с Артемом, он выступает 70 килограммов, поехал Весит отдохнуть. 85. Слушай, какие 85? 93. 93, 23 килограмма вот он к бою будет гонять. Мне кажется, ему потом можно бизнес такой открыть и курсы. Как Мне кажется, что... похудеть. Не знаю, ты Каждый спортсмен может это сделать. просто. видела ли ты отца Артема? Он же в свое время тоже был тренером по вольной борьбе, ну и, по-моему, сейчас остается. И он уже прям квадратным стал. Мне кажется, Артема тоже это ждет. Как только он спорт бросит, все, он просто вширь пойдет. Мне часто говорят, что вот ты сейчас оставишь, тебя разнесет, ты будешь большой. Но я не планирую оставлять спорт, я буду всегда тренироваться. И буду следить. Кстати, Хабиб тоже стал очень крупным. Я последний раз, когда его в Абу-Даби видел, вот, конечно, я думаю, тоже он... Ну, вот у меня ощущение визуально, за 90 он весит. Очень такой мясистый, крупный. Карина, у тебя время остается для, ну, для личной жизни? Есть ли у тебя молодой человек? Думаешь ли ты об этом? Или сейчас весь твой фокус только на спорте? Фокус только на карьере. Мгм. Я пока не думаю об этом. Часто задают этот вопрос, если или когда замуж. Пока вот, знаете, неинтересно. Ну, тебе же пишут мальчики в директ. Парни. Да, очень много. Доели. Надоели? Надо в шапке профиль написать. Замужем. Не Замуж нет, интересует. или неинтересно. Или вот смайлик кольца не интересует. По-моему, Диана Авсарагова, ну, она потом была действительно замужем, но мы с ней записывали интервью лет, не знаю, года 4 назад, наверное. И она сказала, что просто в какой-то момент просто написала замужем, чтобы никто не писал больше. Так что это Всё рабочая равно. схема. Могут писать. Слушай, а вот еще тоже про личное, ну не настолько. Мама отдала тебя в спорт, но когда она тебя увидела с синяком, и когда она увидела то, что бывает не только победа и поражение, ее реакция какая была? Сразу сказал, может, больше не будешь драться. Давай борись или чем-нибудь займись. Тяжело было это видеть. Ну, бабушка тоже сказала. Она увидела, она испугалась. Это первый раз они увидели вот такую вот большую гематому на моем лице. Редко что выходит. Это надо прям сильно-сильно меня ударить, чтобы хоть что-то вот появилось. На сборах был на щеке синяк. Парень просто с локтя мне так въехал, такой дурью, силой. И у меня был он такой не сильный синяк. А тут они очень удивились. Сложно ли было лететь обратно, потому что ну, гематомы имеют свойство там, на высоте расширяться? Или тебя как-то выкачивали там? Нет, ничего не выкачивали. Ну, с Актау до Уральска лететь час. Мгм. Просто как на такси. Просто приехали быстро, и все, ничего не заметила. Да и я была как будто, знаете, в каком-то трансе. Просто мне говорит тренер, я делаю, не разговариваю спокойно. Там, особенно вот когда вот приближаешься, думаешь, вот сейчас домой, сейчас может кто-то встретит, или как домой пойдешь, что скажешь, как бы там при маме не расплакаться, при бабушке сдержаться, чтобы не переживали. Об этом думала. Знаешь, я что хотела сказать? Несмотря на то, что ты красивая девушка, но с таким стальным характером, мне кажется, вот твой бой этот никого не оставил равнодушным, и я видела, как вот, ну, Миша очень эмоционально отреагировал. Фаниль тебе записала слова поддержки. И очень многие ребята, ну, вот что приятно, да, старались тебя поддержать. Ты чувствовала, что вот, несмотря на то, что ты проиграла, как будто бы поддержки тебе больше пришло в этот момент, чем если бы ты выиграла? Да. Чувствовала? Я тоже это чувствовала.
Вот в особенности люди, вот кто смотрели, просто пришли посмотреть, они меня знать не знали, но они нашли по фамилии в Инстаграме, и девушек очень много писала. Вы знаете, очень больше приятно, когда девушки пишут. Конечно, да. Вот, поздравляли, поддерживали. Даже через недельку писали, все ли нормально, Мгм. после боя. И потом, когда вот я пропала с Инстаграма, истории не укладывала, тоже писали, все ли хорошо, как ты, что ты. Приятно. То есть ты смогла в публику не оставить равнодушным. Потому что многие же спортсмены говорят, когда я выиграл, я на коне. Как только проиграл, никому не нужен. Ну, это, наверное, не этот Да, это случай. бывает такое, но это не в моем случае. Ну, очень много от боя действительно зависит. То, что Карина характер показала, как тоже много отсылок к Артему Резнику, последнюю себе позволю. Мы когда помним он Резник подрался. ММА. Ну да, мой кореш. Когда он подрался с Эдуардом Вартаняном, Да, кстати. очень много, многие люди, наоборот, его поддержали. Мгм. И, в принципе, у него тоже фанатская база только увеличилась, наверное, после этого боя, просто потому что, там, достойно подрался. И это в ММА сейчас тоже очень важно. Да. Поддержка фанатов в любом случае, да. И то, что девушки пишут. Я согласна, что это как будто бы приятней. Да, И- но вот это пятнышко поражения, это очень неприятно. Хабиб задал вот эту всем планку быть непобедимым, и так хотелось быть, как он. Вот это пятно, я думаю, я знаю, что я больше после этого не проиграю. Слушай, есть Ислам Махачев, у него одно поражение есть, а в любом Вот случае номер один паунд по паунд. 4-5 человек, людей написала, даже у Ислама хочу поражение. Я такая, ну ладно, одно будет, ладно. Да, давайте не будем называть это пятно, это просто это урок, да, какой-то. Вот Михаил всегда говорит, мне очень нравится, это Всегда ММА. проигрывает. Нет, всегда очень мудро говорит, что, вот знаешь, я тоже очень эмоционально реагирую, когда там, боец, который нравится, проигрывает. Он говорит, это ММА, Вика, здесь бывают победы и поражения. И это такой спорт. Да, куда важнее быть интересным просто Да. и драться ярко. То есть сегодня уже действительно там гнаться за ноликом. Уже есть Хабиб, и вторым Хабибом, мне кажется, вообще никому уже не стать. В любом случае надо быть кем-то собой. Вот, поэтому... То, что ты все это пережила, отрефлексировала, сделала выводы. Вот это, мне кажется, самое главное. Вот этот ценный опыт, урок. Потому что, мне кажется, знаешь, вот ты была на таком взлете. Может быть, это мое субъективное мнение. Может быть, тебе это даже и на пользу пошло, что ты начинаешь больше, понимать, что не все всегда будет гладко, что есть такие вот моменты. И тоже немного пафоса добавлю в наше интервью. Реально, либо ты побеждаешь, либо учишься. По-другому никак. Да. Лиана позвонила мне. Мы после боя разговаривали. Она говорит, а ты представь, если у тебя 5-0, как у Дианы был бы, ты проиграла бы на этом уровне, где там большие гонорары или там UFC, было бы печальнее намного. Они проигрывали, Лиана проигрывала. Да, Лиана в свое время очень была перспективной девушкой-бойцом. Она забрала пояс Fight Nights у Марины Мохнаткиной. Потом попала в UFC, и прям огромные были на нее там надежды. Вот, и, в принципе, в UFC она успела выиграть, но потом у нее действительно была серия поражений, и я так тоже понимаю, что она не сильно унывает. Она не сильно унывает. Она говорит, что поторопилась. И мне говорит, не торопись. Да, особенно в твоем возрасте, мне тоже кажется, что надо просто осторожно, шаг за шагом. А вот, кстати, об осторожности. Многие, не многие, окей, некоторые бойцы выбирают себе соперников. То есть, когда матчмейкер предлагает несколько вариантов, адекватно оценивая свои шансы, свою физическую подготовку, бойцы отказываются и выбирают более удобного для себя соперника. Ты считаешь, что это рабочая стратегия, или ты другой придерживаешься точки зрения, что кого дают, с тем и бьюсь? Никогда не выбирал соперников. Тренер поможет где-то. Тренер скажет, как тренер скажет, так и будет. Он может отказаться. Может сказать, нет, ты не будешь не драться. А когда поступает предложение, я всегда говорю тренеру, я всегда говорю желанием выступить с кем-то, подраться. Я хочу очень часто выступать. Недавно, кстати, поступало предложение подраться в октябре за пояс сразу в наше дело на 57. Тоже забыла, как звать девушку. Она идет 5-0. Она говорит, в этом году в UFC. Которая девушка возрастная, вот сейчас победила, да?
На последнем нашем деле? Да. Она вот... Я увидела, и то, что вот она там красиво где-то армбары, хоть она и ударка у нее, и ударка хорошая, и борьба. Я даже не задумывалась, может, я не готова. Я сказала, буду драться, буду, давайте. Вот так я сказал тренер. Такой, да подожди, надо ее изучить, подожди. Может быть, в этом есть доля, ну, то есть не будем спорить с твоим тренером, потому что, ну, есть же такое понятие подвести к какому-то хорошему, ну, то есть к поясу даже. То есть, не будем говорить, что выбирать соперника, но подходить как-то все-таки взвешивать там все плюсы и минусы. Понятно, что сам спортсмен, он будет драться, и это похвально. Но мне кажется, здесь больше работа тренера, да, чтобы не давать прям, совсем сложных соперников на старте карьеры. Угу. Ты вот, Миш, что думаешь? Я думаю, что я тоже как бы против спешки. У тебя действительно прям вагон еще времени. Если посмотреть там на то, что Валентина Шевченко в 36 лет сейчас опять забрала себе пояс, то есть ощущение, что... я знаю точно про мужской организм, мне просто чуть сложно говорить про женский, потому что я и не женщина, а мужчина. И я сам понимаю, что какая-то там мужиковитость, она появляется, там, не знаю, после 25 точно. То есть все равно у тебя... Мужиковитость. Это ты вот мальчик, а потом мужчиной становишься. Формирование. И такое, действительно, да, вот ты просто чувствуешь совсем другую силу в себе. Даже вот ты можешь там в молодости заниматься. Я вот просто в молодости занимался спортом, все равно какую-то такую уже крепость там после 25 только получаешь. До 25 ее и нет. У кого-то, может быть, есть, кто-то раньше формируется. Но вот у меня было ощущение, что все равно какие-то мышцы пришли уже после 25. Хотя у меня сейчас они исчезли все. Но я пойду сегодня поборюсь, наверное. Ну, а ты считаешь, что вот подвести, именно набить рекорд, так условно говоря, это правильная стратегия? Да, наверное. Но опять же, ты знаешь же, есть разные условия. Я так понимаю, что вот Карина рассказывает, там каких-то больших людей за ней нету, там с деньгами, правильно? Вот если у вас есть деньги, то можете инвестировать в, думаем, очень перспективный проект. Поэтому тоже все зависит от каких-то начальных условий. Если у тебя есть за тобой за спиной большая команда с финансами, то, наверное, есть смысл, чтобы тебя вели. А если этого нету, то надо тоже рисковать, потому что ММА – это спорт для тех, кто любит рисковать. И со всех слабых тоже это не очень красиво. Я бы не хотела вот с новичками выступать в октагоне. Не знаю, осудить, не осудить, но в октагоне там вообще подводят очень слабых девушек, ведут девушек. Да, это круто. У нее рекорд там 5-0, 6-0. Просто примеры говорю. Но бои, это же вообще просто избиение. Мне бы было бы жалко даже бить ее. Она мой соперник, она там ко мне готовится, она хочет меня побить, но мне бы жалко было бы ее. Я бы хотела драться с такими вот, тоже с опытными, вот как я, или у любителей, кто вот выступал, или с любителей, кто только пришел. То... Вот ты сказала, мне было бы жалко. У тебя есть вообще чувство, окей, равный вы идет у вас бой, и бывает же такое в конце добивание. У тебя есть какая-то жалость, или в тот момент ты просто действуешь как спортсменка? И до того, пока судья не остановит, ты будешь добивать соперницу? Такого не было. Не припомню. Была чрезмерная такая агрессия на чемпионате мира. Но хоть она была моей соотечественной, агрессия это было Нет, с моей стороны. Твоей? Полуфинал. Я Почему? просто добивала. Почему именно к ней? Потому что она хоть была всегда второй, всегда меня боялась, всегда... Сейчас многие поймут, о ком я говорю. Вот неприятный вот такой вот человек, просто личная неприязнь. Кстати, часто говорят вообще про женщин. Как раз мне рассказывал Гаснарий Гаснарьев, это тренер Виктории Дудаковой, что почему у них в зале только одна девушка, потому что как-то он говорил, что типа львица одна должна быть, что-то такое, что просто не выдерживает. Ради одна львица. Да, вот он так говорил постоянно, что... И одна звезда на небосклоне. Что других просто не терпит Виктория. И знаешь, когда приходит новая девочка, там просто дает ей такой жар, что она на следующий день уже просто не приходит. Так что женщины приходили в зал девочки, маленькие, не маленькие, может, года 2 меня младше. Но новичков я вообще не люблю. Стоять с ними не люблю вообще. И в зале вот нравится порядок, когда они ведут себя уже как будто занимаются 5 лет там в этом зале.
вот это не нравится, и уже либо подходишь, говоришь, либо борешься в этом. Ну, вообще, к нам не приходят сейчас вот девочки. По ММА у нас есть там пару. И они не тянутся ко мне, и мне неинтересно, потому что я их там сбиваю, и как-то они потом что-то про меня говорят, что они где-то меня могли там выиграть, где-то... Вот такие вот разговоры, когда бывают, мне очень не нравится. Ты их потом еще больше сбиваешь. Да. Такое вот бывает. Мне кажется, вот пример Валентина Шевченко, вот для меня, например, в женском ММА почему-то именно она такой мотивирующий пример. И девушка из Кыргызстана. Я знаю, что у нее там мама тренер, что она и сестра выступает. Но в 36 лет забрать пояс, мне кажется, к чему я это начала рассказывать? Мне кажется, смотря на нее, вот, ну, многие девочки могли бы заинтересоваться ММА. При этом она такая красивая, она выглядит женственно, она не выглядит как... Ну, то есть она прям приятная девушка. 36 лет, пояс UFC, прекрасная карьера, хорошая ролевая модель. Я не призываю девочек идти в ММА, но просто вот к слову о том, что можно бы взять за какой-то, да? Ну, Валентина очень клевая тоже. Я поддерживаю. В принципе, она очень хорошо общается со всеми. Вот Да, сколько она, 4 языка знает? Наверное, да. У нас с ней есть несколько интервью, и, не знаю, уважительно у нас только собеседника вообще редко можно встретить среди и мужчин, бойцов, не знаю, и девушек. Она очень образованная и начитанная, классная. Да, Валентина Шевченко, респект. Да. Меня Ляна приглашала с ее подругами в зал к Вале вот осенью на сборы. Я, может, им поеду помочь, но сама готовиться не буду. Да, Это просто не точно. попробовать. Мне кажется, знаешь, тоже и тебе психологически будет важно поработать с девочкой, ну, девушкой, которая чемпионка UFC, просто это действительно очень сильно прокачивает. Ну, если она будет там, конечно, да, конечно, хотелось бы. Это на один шаг выше менталки, вот можно так сказать. Стопудово, если не на 10. Мне кажется, сегодня приятно пообщаться. Да, очень приятно, Карин. Спасибо, что ты пришла. Спасибо Не вам. просто умница, красавица, но и ты восхищаешь вот лично меня своим характером, своей вот этой целеустремленностью. Мы тебе желаем только успеха. Хотим видеть тебя снова у нас в лиге. И хотим видеть, как тебе поднимают руку. Хотим видеть твои радостные глаза. Чтобы твое личико всегда такое было милое, улыбающееся. И чтобы ты получала удовольствие от того, что ты делаешь. Спасибо большое. Да, поддерживаю. Ну и стоит сказать еще технические моменты. Во-первых, подписывайтесь на социальные сети Карины. Они будут где-то на экране. Надеюсь, подмонтируют, но в описании к этому видео они точно будут. У нас не всегда, да, всплывает. Иногда всплывает, иногда не всплывает. В описании к этому видео будут социальные сети Карины. Если у вас есть какая-то команда, и вы хотите инвестировать в перспективного бойца, то милости просим. Карина Сисенова. Также не забывайте про социальные сети Лиги Найза. Это и наш Инстаграм, и наш Ютуб, на котором вы смотрите это видео. Пишите нам в комментариях, кого бы вы хотели еще увидеть у нас в гостях. Также, может быть, какие-то интересные темы. Подписывайтесь на все остальные наши социальные сети. Всем спасибо и всем пока. Всем пока. Найза Кэмп Реалити. Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством двух чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналынан көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.